Произведения талантливого мастера выглядят настолько женственными, что кажется, будто волосы и одежду девушек развивает невидимый ветерок, и замершие фигуры вот-вот начнут двигаться. Одна из его героинь, находясь в полулежащем состоянии, изображает утреннее пробуждение. Главное в скульптуре – это любовь к женщине. Бог создал женщину для творчества, убежден автор. У меня мать умерла рано. У меня всегда образ моей матери, с тех пор она стоит. Выше этого образа для меня ничего не было. Бог создал женскую фигуру, это для творчества человека. Вот сколько женщин в мире, и нигде ничего никогда не повторяется. Они все разные образы. По характеру, по всем. И мне это увлекает, я работаю, мне это очень нравится. По силе своей возможности, что могу, то и делаю. В основном мастер работает с деревом, орехом, самшитом, шелковицей и тисом, создавая невероятно реалистичные скульптуры, которые детально передают всю красоту женского тела. У него очень все работы прекрасны. Конечно, мне больше всего нравится его работа из дерева, потому что нету, мне кажется, такого мастера, кто так делать скульптуры из дерева. Это очень сложно было, я знаю, рассказывал Виталий Викторович, но он смог это сделать. И сегодня чудесная выставка, и не каждый может открыть свою такую выставку. Виталий Дженя также использует в работе гранит, медь и гипс. А вот работа с бронзой приносит большое удовольствие. Но возможности творить с этим материалом нет, признается скульптор. На выставке также были представлены фотографии его дочери Налы. Открывая выставку, советник президента Владимир Зонтария зачитал указ главы государства. Исыф Ипагули, Ихтзисков, Инткарат, премия лауреат, Дженя, Виталий, Виктор Ипаев, Цазай, Апсныжлор, Саха Тахуеха, Агатыртхце. Параллельно со столичной выставкой 5 самых новых работ скульптора из бронзы экспонируются в России. Виталий Дженя не раз выставлялся за рубежом, в частности в Германии и Италии. Линда Тужба, Торник Амичба, Абаза ТВ.